UAB fanatikai. Didmeninė, mažmeninė ir elektroninė prekyba žūklės reikmenimis. Patikimi ir laiko patikrinti žūklės įrankiai, nuo valties iki kabliuko. Viskas, ko reikia tikram žūklės fanatikui. Galima pirkti ir internetu fanatikai.lt. Puikia galimybė pažvejoti Vabalių ežere. Parduotuvės adresas Vilniuje, S. Žukausko gatvė 41. Internete informacijos ieškokite www.fanatikai.lt. Ловля карпов от поимки до фотосъемки. Jūs pavojai turit labai didelę žuvį. Kaip reikėtų nufotografuoti karpį, nes dar porą kabliukų rišimo būdų. Padėka. Здравствуйте, дорогие рыболовы! Меня зовут Ремигиус Пупялис. Моя любовь на всю жизнь – ловля трофейных карпов. Добро пожаловать в мой бивак на берегу знаменитого озера Вабалий, где мы с вами проведем неделю и попробуем наглядно показать, как спортивными способами и классической приманкой, подаваемой на волосяной оснастке, соблазнить крупного, много на своем веку повидавшего и ставшего очень осторожным карпа. Ну а по пути попробуем проанализировать, что создает предпосылки для успешной ловли, чем обуславливаются причины бесклевья, познакомимся с монтажами, подачей классических приманок, которые я использую, и с уверенностью могу за них ручаться. А также остановимся на основах и тонкостях прикамливания и прикормок, познакомимся со снастями и необходимым инвентарем карпятника. Но главное, мы хотим вам показать, что не сушеная голова карпа, прикрепленная к дощечке и запылившаяся в углу вашей прихожей, является настоящим трофеем настоящего карпятника, а запечатленная в памяти вашего фотоаппарата минута неподдельной радости и триумфа, когда на ваших руках достойный трофей и не менее волнующее мгновение отпускания сильной, мощной рыбы, когда вы дарите ей свободу, является сущностью карповой ловли. Вот об этом наш фильм. Ну а теперь давайте готовиться к ловле. Как видите, сначала мы оборудовали лагерь. И перед тем, как начнем выбирать наиболее выгодную точку для заброса приманок и прикармливания, давайте поговорим о снастях. Ведь снасти для поимки трофейного карпа – это не обычные донки, а настоящее орудие лова, отличающееся множеством особенностей и тонкостей.
Сначала об удилищах. Вы, конечно, знаете, что для карповой ловли произведено множество удилищ, но всех их можно довольно просто классифицировать по одному основному параметру – длине. Первая группа – это 13-футовые или удилища длиной 3 метра 90 сантиметров, а вторая – 12-футовые или удилища длиной 3 метра 60 сантиметров. Это всемирный стандарт, и здесь комментарий, как говорится, не нужен. А вот как определиться, какой длиной удилище больше всего подходит лично вам? Однако не забудьте, что более длинные удилища – это возможность послать приманку на более дальнюю дистанцию. Кроме этих довольно простых правил выбора удилища, меня часто спрашивают, чем отличаются классические двухколенные карповые удилища от трехколенных. На мой взгляд, только удобством транспортировки. Tai galiu pasakyti tik tiek, jeigu turit galimybę vežiotis ilgesnį kotą, tiksliau 2 dalių kotą, ne 3 dalių kotą, tai šis kotas yra pranašesnis. Yra paprasta, kuo mažiau sujungimų, tuo blankas meškerykučio dirba tiksliau ir panašiai. Kuo daugiau šitų sujungimų, tuo tas blankas dirba ne taip tiksliai, kaip kad norėtųsi. Tai vat, dabar apie Все удилища, в том числе и карповые, отличаются строем бланка. Жесткие, полгоподобные или так называемые фаст-удилища мало прогибаются, и заброс ими осуществляется в основном за счет более хлесткой вершинки. Вот сейчас у меня в руках как раз такое удилище, гарантирующее дальний заброс и возможность получить от вываживания крупного экземпляра максимальные эмоции, так как жесткий бланк четко отзывается на каждое движение рыбы. Совсем по-другому себя ведут удилища параболического строя. Оно и при забросе приманки, и при вываживании рыбы изгибается по всей длине. Так называемые удилища типа слоу очень гибкие и не так чувствительно отзываются на движение трофея. Однако они идеально гасят сопротивление карпа и дают возможность измотать ненадежно за самый краешек губы подсеченный трофей. Поэтому удилища мягкого строя просто необходимы, когда карпы клюют неуверенно, слабо подсекается. Только вот для заброса приманки нужна большая сноровитость, чем с удилищем жесткого строя. Но это дело наживное. Ну а теперь, когда вы знаете особенности удилищ, выбор за вами. Я лично предпочитаю жесткие. Pažaidžiat ir žiūrit, kuris kotas jums labiau patinka, tiesiog tą renkatės. Tiek būtų apie šiuos kotus. Dabar... Катушки для ловли карпов тоже имеют свои особенности. Поэтому, если вы даже начинающие, не надейтесь приспособить для этой цели что-то из своего бывшего арсенала. Карпы – мощные рыбы, не скупящиеся показать свой необузданный норов. Крупный карп может развить такую тягу, что леска десятками метров слетает с барабана. Поэтому карповая катушка должна быть очень мощной, надежной конструкцией и скоростной в достаточной мере, а также вместительной. Кроме того, карповые катушки могут быть классического типа и с механизмом байт-раннер, который предназначен для создания возможности поддерживать нужное натяжение лески и тем самым обеспечить возможность клюющему карпу с наименьшим усилием стравливать с катушки леску, когда он плывет в сторону, глотая приманку. Механизм байт-раннер обеспечивает безопасность снасти. Если леска барабана с катушки будет стравливаться туго, карп мощным рывком может утащить оставленное на время вне поля зрения удилище в воду. Когда механизм байт-раннер в катушке отсутствует, после заброса приманки приходится до предела ослаблять основной тормоз, а перед подсечением рыбы опять его затягивать. Часто для такой процедуры имеем мало времени, а в попыхах произвести регулировку тормоза с нужной точностью сложно. Механизм байт-раннер – прекрасная альтернатива, так как он выключается автоматически, как только крутанете рукоятку катушки. Так что судите сами, что вам удобнее. Stabdis veikia, bet stabdis veikia švelniai. Ir būtent tai yra mechanizmas leidžiantis žuviai bėgti su masalu. Nes kitu atveju, jeigu bus stabdis užveržtas, tada meškerė nušoks nuo stovo, nugriaus stovą arba žuvis nuplėš valą ir panašiai. Nes, kaip žinom, karpis yra
pakankamai stipri žuvis, kad tai sugebėtų padaryti. Nesant baitruneriui, mes tai turėtumėm padaryti sekančiai. Tai yra, dabar yra darbinis stabdis, tai užmetę mes turėtumėm paimti ir atleisti laisva eiga. Vėliau, pakirtę žuvį, prilaikant būgnelį, mes turim užveržti tam, kad galėtumėm jau žuvį traukti. Следующий шаг в настройке снасти, и очень важный шаг, это подбор лески. Для карповой ловли изготавливаются специальные лески. Важнейший их параметр – толщина лески. Для карповой ловли используются лески, способные выдержать большие нагрузки, поэтому использование тонких лесок исключается. Во-вторых, для ловли карпов используются монофильные лески, а диапазон их диаметра, в зависимости от условий ловли и калибра карпов, колеблется от 0,25 до 0,45 мм. От толщины лески прямо пропорционально зависит дистанция заброса приманок. Чем леска толще, тем проблемнее становится далеко забросить приманку. Современные лески обладают достаточной прочностью, поэтому леской в 0,25 мм можно совладать и с 15-килограммовой рыбой. Но нельзя не учитывать и наличие коряк на акватории лова. Если участок проблемный, придется применять более толстую леску. Žuvį. Galiu pasakyti tiek, kad 2500 ovalas yra pakankamai tvirtas, kad galėtum traukti, kad ir 15, kad ir 17 kg ar didesnę žuvį. Kadangi mūsų žaklavietė yra pakankamai toli, tai mes šį kartą naudosim 2500. К барабану катушки леска крепится затягивающимся узлом, чтобы при намотке лески она не прокручивалась. Вряд ли даже самый крупный карп сможет стянуть с катушки почти 500 метров лески, а если до этого дойдет, вряд ли поможет даже самый надежный узел. Монолеска достаточно растяжима, и чем больше лески в воде, тем больше возможностей карп имеет для маневра. Так что после подсечки надо стараться как можно быстрее отвоевать у клюнувшего силача как можно больше лески. Kuo jis toliau, tuo jis darosi sunkesnis, plius jis labai smarkiai amortizuoja ir jeigu jūs nesugebate žuvies sustabdyti per 400 metrų, vyrai, jūs pavojoje turit labai didelę žuvį. Jūs žiūrėkit, o aš valgysiu. Dabar kalbėsim apie... Пора поговорить об инструменте, который в спортивной ловле важен ровно столько, сколько и удилище для вываживания рыб. Его называют во всем мире маркер, а по сути это тоже удилище. Его назначение – исследование рельефа дна. Такой хлыст должен быть очень жестким. На катушку маркера наматывается исключительно плетеная леска, потому что она абсолютно нерастяжима и очень чувствительно передает удилищу информацию о всех контактах грузила с дном, о его неровностях и прочих особенностях. Tamprus valas, monofilamentinis valas yra tamprus ir mes gautumėm iškreiptą informaciją. Toliau užmetus, kai nardina markerį ir įtempinėja malą, jis
tempiasi iš savęs. Sekantis dalykas, kai traukiam markerį ir jis skaito paviršių, traukiam per kriauklės, per akmenukus ir panašiai, monofilamentinis valas amortizuoja ir pusę informacijos paslepia. Tuo tarpu pintas valas, jis nuskaito viską. Iš pradžių pasirinkdami žuklavietę, Что надо учитывать перед забросом маркера? Это направление ветра. Во-вторых, если ловим весной, желательно настраиваться на более мелкие места, потому что вода там пригревается раньше, а карпы это любят. Ветер также теплую поверхностную воду сгоняет в том направлении, в котором дует. Но мы на рыбалку выбрались в начале осени, так что в это время лучше выбирать не мелководный участок. Šįkart dabar, kadangi jau rudens pradžia, mes neatsitiktinai pasirinkom gilesnę telkinio dalį ir vėlgi, žiūrint į vėjo kryptį, neatsitiktinai pasirinkom šitą pusę. Dabar, kas belieka, tai konkrečiai ieškot taško, ištirt visą prieš save esantį plotą, kur mes žuvausim detaliai. O kogi mes čia ieškosime? Tai ieškosime perkritimų, tai yra pagilėjimų, kalniukų, arba jeigu yra tame plote vandens augmenija, tai tuščio ploto, kuriame gali maitintis karpis, ieškoti žuvis, pašaro. Galbūt ieškosim, kur yra kriauklių, dreisenų plotai, nes, kaip žinia, karpiai labai mėgsta dreisenas, tai galbūt ten bus lengviau prisišaukt karpį. Žodžiu, va, tokių taškų mes ir ieškosim. O mums ieškoti padės mūsų įrankis markeris. Tam naudojama speciali plūdė ir specialiai įtvirtinama. Tai aš dabar parodysiu, kaip tai reikia padaryti ir vėliau kaip su juo reikėtų dirbti. Visų pirma, yra sistemėlė. Ta sistemėlė, jinai tvirtinasi taip. Yra tokia plūdelytė su koteliu, tai mes ją perveriam per pintą valą. Dabar, kaip tvirtinasi sistema? Matote, markerinė plūdė tvirtinasi ant pačio valo galo. Tam, kad kai mes įmetam markerį į vandenį ir švinas jį įtraukia iki dugno, bet kai atleidinėjam valą ir matuojam gilį, plūdė kyla į paviršių. Mes, matot, atleidžiam valą ir kyla į paviršių. Taip mes nustatom, koks yra gilis. Kai mes norim tirti dugną, vėl mes traukiam, markeris dasitraukia iki apačios ir mes taip traukdami, švinas skanuoja dugną, rieda dugnu ir taip nustatom paviršių. Vėlgi, kai datraukiam iki mums norimo taško, mes žiūrim į šitą ranką, atleidžiam valą, plūdė, markerinė plūdė linkusi kilti ir mes atleidinėjam ir plūdė kyla į paviršių. Tiek, kiek plūdė pakyla į paviršių, mes prie meškerykočio matuojame, žinom turimą gylį tame taške. Mes dabar užmetėm, įtempiam valą, kad markerio plūdė daslinktų iki švino. Įsitempė ir dabar įjungiam baitrunerį ir matuojam. Kaip matote, čia ant маркера yra отжимета. Как практически осуществляется поиск? Жестким удилищем на максимальную дальность забрасывается к концу лески привязанный специальный поплавок. После заброса грузило утаскивает поплавок под воду, но он закреплен с таким расчетом, что начинает подниматься к поверхности, если вы отпускаете леску. Это делается, пока поплавок не покажется на поверхности. На удилище есть метровая линейка. При отпускании лески с ее помощью мерите, сколько лески стравлено. Когда поплавок появляется на поверхности, суммируем метраж отпущенной лески. Это есть глубина водоема на конкретной точке выбранного для ловли места.
Подтягиваем грузило ближе на 1,2 метра и опять меряем глубину. После серии таких промеров можно судить о характере дна. Так постепенно обследуется глубина и рельеф дна выбранного для прикармливания участка. Мой совет. Наложите результаты измерения на бумагу, а потом точки с одинаковой глубиной соедините линиями. У вас получится батиметрическая карта участка дна. Посмотрите, в моей карте четко выделяется пара интересных свалов, а вот здесь островок донной растительности, рядом с островком углубление и свал в глубину. На мой взгляд, точка перспективная. Думаю, без сомнений забросят туда 2 удочки, под вечер туда просто должны подойти карпы. А вот днем, думаю, приманки забрасывать прямо перед мостками, на которых установлена подставка с удочками. Там твердое дно, карпы должны его обследовать в поисках ракушек. Kietas dugnas. А вот и клев. Подсечь удалось удачно, но пока трудно определить, какой величины трофей. Buvo labai gražus išvažiavimas. Žuvis prie kranto, reikia elgtis labai atsargiai. Karpiukas gražus. Карп успешно припроважен в сачок. Крючок пока не вынимайте, складывайте мешок под сачка, а перед подъемом из воды ослабьте леску. Пусть провисает, чтобы лишний раз крючок не травмировал рыбе губу. Laisvos eigos valą, kad žuvis, kai viduje juda, kabliukas neplėšytų lūpos. Ir aišku, pasistengkit tai daryti kuo greičiau, bet saugiai. Neskubėkit, ten negriūkit per galvą. Karpis gražus. Wow. Nepamirštam sudrėkint. А вот теперь надо поторопиться. Время, отведенное для измерения, взвешивания трофея и фотосессии ограничено. Хотя для карпа по продолжительности для упомянутых процедур дается почти максимальный норматив среди всех рыб. Но и он ограничен 10 минутами, и желательно его на треть сократить, если погода солнечная и припекает. Красивый экземпляр попался. Если вы настоящий карпятник, в вашем арсенале должна быть аптечка с препаратами. Положено обработать рану, оставленную крючком, для большей надежности, чтобы карп избежит инфекции. Когда карп на мате, в которой налито прохладной воды, все равно не забудьте постоянно орошать трофей. У карпов, как и всех карповых рыб, слизистая оболочка, покрывающая чешую, достаточно чувствительная. Если рыба обсохнет, она может получить ожоги. Nesinešiokit iš vieno galo į kitą, bet tiesiog ar tai kur nors yra gražus kampas, kad matytųsi ar tai telkinio krantas, ar meškerės, ar stovyklos kampas. Vienu žodžiu, atkreipkite dėmesį, kad darydami nuotrauką, kad už nugaros kadre nebūtų nereikalingų daiktų, kurie galbūt kenkia visam tam grožiui. Ar negraži žuvytė? Kaip aš moku gaudyti gražias žuvis, ne? Nepamirškit karts nuo karto žuvį suvilgyt. Turėkit vandens po ranka, bet ne kadre. Dabar
Keli bendri dalykai. Ну а теперь настала пора фотосессии. Трофей будет отпущен. Вам останется неопровержимое доказательство, фото. Чтобы оно получилось фотогеничным, место для съемки надо определить заранее. Подобрать фон, живописный берег, ширму растительности, а может подойдет фон воды. Важно, чтобы на фото не появились лишние детали. На фото должны быть двое. Вы и ваш трофей. Для тех, кто намерен не просто сфотографироваться с рыбой, но и сделать качественный снимок, который не стыдно поместить в журнал, расскажу несколько общих правил. Лучшее положение такое. Одним коленом становитесь на землю и приседаете на эту же ногу. Тогда локтем опорной руки, которой держите карпа за хвост, опираетесь об колено полусогнутой другой ноги. Подбородок карпа кладем на ладонь другой руки так, чтобы плавники попали между пальцами, но ни в коем случае не касались жабр. Это дыхательный орган рыбы, от любого прикосновения он повреждается. Упертая в колено рука устойчива. Так можете держать вполне комфортно 20-килограммового гиганта. Корпус и голову немножко отодвиньте от рыбы. Фото получится красочным и впечатляющим. Такой трофей куда достойнее, чем банальное жаркое с карпа. Fotografas prieina labai arti ir va darydami tokį kadrą mes padarom žuvį ypatingai didžiulę ir didesnė už patį žveją. Aišku, tai yra, vadinkim taip, tai yra fotosesija ir tokie dalykai tikrai nėra draudžiami ir kartais toks kadras, gražus kadras, jis galbūt kažkur reikalingas, į kokią vienietę sėdėti ir panašiai, bet turėkit kadrą su tikru žuvies dydžiu. Paskutiniai pasiglostymai. Čia padėka už geras emocijas. Если мы хотим вот так по-спортивному ловить этих красивых рыб, стоит всегда помнить, что в большинстве водоемов средней полосы карпы не имеют условий оставить потомство. Все эти рыбы, которых можно употребить в пищу за один сезон, появились здесь искусственным путем. Вот поэтому я призываю каждого, дарите им свободу. Теперь в моих руках еще один важный инструмент, без которого классическая современная тактика ловли диких карпов была бы затруднительна. Это палкоподобное 13-футовое удилище, инструмент прикармливания. Этот инструмент называется спод. Обычная длина таких хлыстов 12 футов. Катушки для сподов тоже специальные. Это мощные, очень скоростные мясорубки, потому что во время прикармливания важен фактор времени. Ведь желательно за самый короткий промежуток времени как можно больше раз послать в нужную точку прикормочную емкость, наполненную привлекательной смесью, и гуще накрыть на дне коврик из прикормки. Леску для забрасывания прикормки можно использовать как монофильную, так и плетеную. Леска желательно потоньше, скажем, 0,25 мм. Конечно, до крайностей доходить не советую, но обязательно используем шок-лидер. Это отрезок лески большего диаметра, чем основная. Именно шок-лидер принимает на себя всю нагрузку, возникающую во время силового заброса. Шок-лидер очень эффективен в паре с плетеной леской. Tai baigiant kalbėti apie ryties skirtas spūdui, reikėtų pasakyti taip. Jeigu rytė skirta žūkliai
gali būti su baitrūniniu, gali būti be baitrūniniu, tai yra jau patogumo reikalas. Tai kalbant apie ritę skirtą markeriui, baitrūneris yra didžiulis privalumas, tai spūdiniai ritėjai baitrūneris faktiškai išvis nereikalingas. Nes čia ko reikia, tai toli mest ir greitai persitraukti jaukinimo įrankį. Tai būtų tiek apie ritę. Valas. Valas spūdinimui yra naudojamas tiek monofilamentinis, tiek ir pintas. Jeigu naudojam monofilamentinį valą, tada dedam jį kuo plonesnį, tai yra 0,25 arba dar netgi truputėlį plonesnį. Aišku, į kraštutinumus neeinam. Ir naudojam šok lyderį pirminiam metimui, kad atlaikytų jėgą. Arba galim naudoti ir pintą valą. Aišku, pintą valą reikia, kad kuo toliau mest. Tai taip pat naudojam nestorą 0,12 arba 14. Irgi lygiai taip pat naudojam šok lyderį. Tai yra storesnį specialiai skirtą valą pirminiai jėgai metimo atlaikyti. Kągi, suradome taškus, belieka juos pasijaukinti ir žvejoti. Tai pagaminsime tokį jauką, miksą. Matot, kiek čia gerybių atsinešiau. Tai nieko negaiždami. Mes norim dar susimest, norim iki vakaro, kad viskas būtų gerai. Tai ką, наудосим. Однако позволю себе небольшой экскурс. Видите, сколько вкуснятины передо мной. Для моего рецепта понадобится кукуруза, горох, очень действительно приманивающий карпов, конопля, обогащенная рапсом, выделяющим жирное масло. Добавляем аппетитные гранулы нескольких диаметров. Они первыми разжижатся и распространят аромат, меняющий вкус воды. В зависимости от величины они будут таять поочередно, а аромат, распространенный ими в воде, будет устойчив более длительное время. Карпы до изнеможения любят зависать в толще вкусной воды. Man šis patiekalas jau patinka. Žiūrėsim, kaip tai bus karpiam. Ką dar? Pagardinsime paletėm. Turim kelių diametrų. Tam, kad smulkesnė diametro jos anksčiau ištirps, truputėlį pakeis vandens kvapą, skonį. Stambesnės ilgiau tirps, dar stambesnės, dar ilgiau tilps ir taip užlaikys karpį ilgiau žuklavietėj. Чего еще не хватает? Правильно, вкусных шариков, называемых бойлами, которые настоящая кладезь столь ценимых карпами белков. Одно удовольствие по локти погружать руки во всю эту вкуснятину. Напоследок, несмотря на то, что прикормка сама по себе жирная и питательная, сдабриваем ее лососевым жиром. Теперь пусть это постоит, доспеет, чтобы все компоненты прониклись ароматом масел. Visą tai gerai išmaišome ir truputėlį leidžiame pastovėti. Neilgai, nors 20 minučių, kad aliejai, likvidai įsigertų. Проверяем прикормку. Все в порядке. Она разбухла в достаточной мере. Пахнет обворожительно. Итак, внимание. Мощный спуд в руках. Кормушка наполнена. Целимся в выбранную точку. Если помните, мы рисовали схему места ловли. В ней определены две точки, до которых расстояние 110 метров. Теперь надо смотать с катушки 115 метров и зафиксировать длину. Пристегиваем леску клипсой, находящейся на боку юбки барабана катушки. Теперь с катушки будет сматываться ровно 115 метров лески и не сантиметром больше. Даже если неправильно рассчитаем силу заброса кормушки, ее полет прервется на нужном расстоянии от берега. А почему 115, а не 110?
Учитывая искривление лески под воздействием ветра, силу волны надо бросать как бы с перевесом, с учетом поправки. Тогда попадем в нужную точку. Tai nieko nelaukdami, kadangi mūsų laukia daug vaišių, skubame. Итак, конвейер заработал. Вот, наконец, последняя посылка. Все 5 килов прикормки легли на дно, где пересекаются маршруты карпов. Теперь в другую точку отправим 2 килограмма прикормки. Почему с такой разницей? Это все очень просто. В первую точку будем забрасывать 2 удилища, а во вторую – 1. Pirmų įpų nesumesime. Vėliau stebėsime, kimba, nekimba, juda, nejuda žuvis ir vėliau jaukinsime ir toliau. Taip kad jūs galite pažiūrėti, o aš einu dirbti. Žuvis stipri, labai eina į šoną. Сильный экземплярчик свободно уходит в сторону, но горячиться нельзя. А карп сдаваться не хочет, то залегает на дно, то опять тянет в сторону. Первый вариант опаснее. Дно покрыто растительностью. Карп без труда может в них окопаться. Тогда не выдержишь и лома. А так хочется одолеть силача и сфотографироваться на память. Žuvis eina nenori, spaudžia prie dugno iš tikrųjų. O čia yra daug samanų, tai pakrašty. Kyla pavojus nepamatyti žuvies. Bet ar tamis, ar svarbiausia ją ištraukti? Ne, svarbiausia kova. Aišku, norisi ištraukti, pasvert, nusifotografuoti. Juk draugai netiki, kad nutrūko pačios didžiausios žuvis. Ну вот и Виктория. Красавец, настоящий красавец. Drūta. Pasversim ir pažiūrėsim, kiek jis sveria. Весы показывают достойную цифру. 9 килограммов 700 граммов. Так, помажем губу специальным раствором, чтобы инфекция туда дорогу забыла. И пора в воду. Поверьте, отпустить трофей ничуть не меньше удовольствия, чем вытащить его из глубины. Скоро стемнеет, и надо готовиться к ловле в сумерках. Над прикормленным местом только что отчетливо был виден всплеск карпа. Без всяких сомнений большого карпа. Это вселяет надежду на хороший ночной клев. Но без тщательной подготовки можешь быть застигнут врасплох разными неурядицами.
Это только в кадре точный заброс приманок в темноте кажется складным и легким. На самом деле не все так просто. Надо определить ориентиры, которые помогут правильно направлять при забросе приманки. И сделать это надо еще засветло. Такие ориентиры определяются на противоположном берегу водоема. Лучше всего подходят для этой цели выделяющиеся на фоне горизонта верхушки отдельных деревьев. В крайнем случае подойдет более светлые проплешины между деревьями, тоже выделяющиеся на фоне горизонта. Все это я уже проделал. Теперь пора докормить место ловли. Pasirinkti orientyrus, į kuriuo mes meškeres tamsiu paros metu. Tai paprastai reikia tokių orientyrų ieškoti kitame ežero krante, tiksliau horizonte. Tai ar medžių viršūnės iškilusios, ar tarpas tarp medžių ir panašiai. Gerai, tai tiek tų šnekų, o dabar prie darbų, nes reikia truputėlį pajaukinti ir pasiruošti naktiniai žvejybai. Чем привлекательна ночная ловля карпов? Во-первых, клев чаще всего бывает неожиданным. И почти всегда оказывается, что ты в этот момент меньше всего бываешь готов к такому повороту событий. Переодевание – тот самый неудобный момент, когда немедленно секунды приходится без штанов мчаться к стойке с удилищами. Nedaug trūko, kad tektų bėgti be kelnių. На сей раз клюнул не карп, а солидный белый амур, тоже достойный соперник, но эта рыба намного более чувствительна к прибиванию на воде, поэтому процедура взвешивания и фотосессия должна производиться со всеми предосторожностями, но в 3 раза в большем темпе. Plati kakta, protingas veidas. 7 kg 700 gramų. Graži žuvytė. Ir šypsomės, juk mes pagavom amūrą. Paprastai visos atsisveikinimo procedūros būna liūdnos. Šita atsisveikinimo procedūra linksma ir maloni. Taip kad žuvytė keliaus namo. Ko tik padėjai? Gerai. Važiuoja!
Ar mato, kas darosi? Operatorius atsisveikins su mūsų žuvimi ir paleis ją, o aš tuo tarpu kovosiu. Как и sakiau. Как и говорил, клев настигает в самый неожиданный момент. Но я успел. Достойная рыба попалась, сильная, аж дух захватывает. Ого-го, тянет, куда ей заблагорассудится. Leiskit, kad garsiai kvėpuoju. Iš tikrųjų ir adrenalinas plūsta į kraują. Yra. Opa. Видите, крючок засек карпа по всем правилам, за нижнюю губу. Красавец, не правда ли? Как можно такую красоту класть на сковородку? Для каждого карпятника важны цифры, выражающие вес и длину трофея. Но все-таки важнее долгое ожидание клёва, дух захватывающий поединок и, наконец, отпускание поверженного противника. Čia žuviniai, kad nuimtų stresą ir padėka už nuostabų kibimą. Puiku. Пролетела как мгновение ночь на рыбалке в ожидании клёва. Она была довольно спокойной. Клюнули 3 леща, а карпы себя не проявили. Но теперь поговорим о шок-лидере. Многим из вас это слово знакомо, но что это за фрукт, наверное, знают не все. Попробуем продемонстрировать суть и предназначение шок-лидера на практическом примере. Вот эта более толстая, чем основная леска, называется шок-лидер. Она крепится к основной леске и становится громотводом, принимающим всю силу нагрузки, создаваемой мощным взмахом тяжеловесного удилища. Однако, чтобы не надо было опасаться неожиданностей, выводящих из строя снасть, надо предусмотреть один важный момент. Это соединение шок-лидера и главной лески. От надежности узла этого соединения зависит, не улетит ли массивное грузило в свободный полет. Случаи разрыва соединительного узла нередки. Покажу вам, каким успешно пользуюсь я. Напомню, что использование шок-лидера не обязательно, когда ловим на ближних дистанциях и используем достаточную толстую леску. Там dedame specialiai pagamintą, pastorintą, vadinkim, šok-lyderį. Šok-lyderiui surišti yra ne vienas ir nedu tinkantis mazgai. Tai parodysiu, kokio aš rišu. Na, nežinau, šis mazgas kol kas manęs neatvylė. Suglaudžiam 2 valus. Šok-lyderį ir pagrindinį valą. Darome kilputę ir apsukim 5 kartus. Vienas. Per šok-lyderio kilputę kartu ir apsukdami pagrindinį valą. Gaunam užtvirtintą vieną mazgo pusę.
Dabar tą patį padarom ir su pagrindiniu valu. Darom kilputę ir lygiai taip pat 5 kartus apsukom per kilputę, kartu užsukdami ir šoklyderio valą. Štai, gauname tokį mazgą. Ir po truputėlį užveržime tuos mazgus. Rekomenduoju stipriai nevežti, padaryti tik pradžią, vėliau sudrėkinti. Ir po to užveržim stipriai. Dabar nupjaunom nereikalingus galus. Gavom šoklyderį surištą su pagrindiniu valu. Priminsiu, šoklyderio nereikia naudoti tada, jeigu mes metame nedideliais atstumais ir žuvaujame su pakankamai storu valu. Kai sako žvejai, как говорят карпятники, явный выход. Опыт мне подсказывает, что манера клёва присуща амуру. Кстати, хочу предупредить тех, кто не имел встречи с этой рыбой. Часто белый амур позволяет довольно быстро подтянуть себя к берегу, но здесь встает на дыбы. Yra. Gražiai minkštai, kad neužsigautų. Ir ką pirmoji eilė padarom, tai... На сей раз удалось его обуздать успешно. Рыба в подсачке. Сейчас оперативно высвобождаем крючок, чтобы неистово сопротивляющаяся рыба не поранилась. Puikiai kova, puikia emocija. Kągi, paskutiniai žodžiai atsisveikinimo. Beje, ką ten kalbėti? Ačiū už kovą. Сейчас продемонстрирую несколько способов привязывания крючков. Мой опыт показывает, что они очень надежны. Kabliukų rišimo būdų, kurie man labai patinka, kuriuos aš naudoju, kurie retai kada paveda. Tai vat mums reikės kabliuko, mums reikės žiedelių. Čia aš naudosiu rudą pavadėlį. Kaip matot. С 20-сантиметрового обрезка поводка удаляем оболочку и нанизываем на него бусинку. Тогда делаем петельку в конце поводка. Петельку закрепляем восьмерочкой и затягиваем узел. Тогда обрезаем поводок до нужной длины. Plūdės stabdį. Padarimo kilputę, kuri bus vėliau naudojama baltyminiam kukuliui verti. Mazgą jūs jau mokate.
Primenu tik, kad rišame vadiname aštuntuku. Užveržiame. Prašau, mes turime truputį baltiniam kukulį verti. Atsikarpiame mums reikalingo ilgį pavadėlį. Sekantis žingsnis, tai užveriame бальтиминий кукули ant плавко. На петельку нанизываем бойл. Закрепляем бойл на волосе фиксатором нужного размера. Baltyminį kukulį dedame bet kokio kvapo, svarbu diametras. Šitas fiksatorius mums tiks. Taip. Užtėjom, įtraukiam, laiku ir pristūmėm audės fiksatorių. Dabar sekantis žingsnis tai yra užrišam žiedelį ant pavадėlio. Теперь черед колечка. Укрепляем его на поводке. Далее нужно установить нужную дистанцию между приманкой и колечком. Расстояние должно колебаться в пределах 5-8 мм. После примерки крепим колечко мертвым узлом. Prašau, turime užrišti. Bet dabar ką padarom, tai atreguliuojam tarpą tarp žiedelio ir baltyminio kukulio. Ir čia turėtų būti apie 5-8 mm. Tai mes dabar laikom žiedelį, judindami valą atitraukime. Prašau. Taip, užrišame antrą mazgą. Jau žiedelis taip lengvai nebeslankios. Dabar ką padarom, tai užkabинам каблука, переведем per žiedelį. Теперь жало крючка продеваем через колечко. Крючок должен быть вот в такой позиции. Затем поводок направляем к жалу крючка, делаем узел, а тогда обматываем вокруг цевья крючка 8-9 раз. Теперь возврат. 2-3 обмотки и опять поводок продеваем так, чтобы конец был направлен на жало крючка. Aplink kabliuką vyniojam 8-9 kartus. Gerai. Vyja privijos. Taip mes turime 9 kartus. Ir dabar grįžtam atgal per 2-3 kartus. Ir vėl praveriame link smygio. Va taip. Prašau, gauname surištą blowback vadinamą sistemėlę. Поводелю ilgi. Монтаж поводка типа blowback готов. Останется определиться с длиной поводка. Он должен колебаться в пределах 20-30 сантиметров. Čia rišam vadinamą aštunkę. Traukiame ir užveržiam. Viskas. Nereikalingą galą nupjauname. Prašau. Blowback sistema, kabliukas užrištas. Tai būtų tiek apie pavadėlio sistemėlės šį kartą.
Вот еще один поезд тронулся. Рыба подсеклась успешно, но она очень сильная, не хочет двигаться с места. Eina lėtai. Mes jos ir neskubinam. O norisi nusifotografuoti. Pačiupinėtą žuvį. Labai graži žuvis. Kaip matot, kabliukas įsikėlė. Прекрасный трофей. Видите, крючок по закону жанра проткнул нижнюю губу. Освобождаем от крючка. Карпятники таких называют большая чешуя. Эти карпы – промежуточное звено между чешуйчатыми и зеркальными карпами. Žvejai juos vadina didžiažvyniais. Tai tarpinis variantas tarp žvynuoto ir veidrodinio karpio. Что показывает весы? 11 килограммов 800 граммов. Правда, крупный экземпляр. Так хочется, чтобы этот карп жил долго и радовал нас своими поклевками. Jei žuvytė pabėgs, vadinasi, nuotraukų daug nebus. Va taip va. 3 kiečiausi šios pakrantės gyventojai vienam kadre. Mes laikini, tikėkimės, jis ilgai dar čia gyvens. Добро пожаловать в избушку карпятника. Каждый предмет и каждая пять площади здесь имеет свое предназначение и выполняет строгие функции. Вот этот угол бивака, где можно отдохнуть, осмыслить происходящее. Здесь чаще всего происходит анализ причин бесклевья и рождаются планы по его преодолению. А этот угол рабочий. Здесь происходит компоновка снасточек, подбор снастей. Рядом с мастерской лежак. Без этой походной кровати очень некомфортно коротать ночи. Но чтобы сон был удобным, понадобится спальный мешок. Летом лучше пользоваться более легкой моделью. А вот осенью лучше подойдет вот такой многослойный и теплый. В биваке должно быть отведено место для склада запасных частей. Рядом с лежаком на расстоянии вытянутой руки ставится столик, который выполняет роль тумбочки дневального, потому что на нем размещается дистанционный пульт, сигнализаторов поклевки, фонарь, фотоаппарат, мобильный и бинокль. А вот в дальнем углу можно разместить сумки-футляры со снастями и рыболовными принадлежностями. Здесь и мой гардероб, смена теплого белья, теплый костюм для ночной ловли и холодные погоды, водонепроницаемый комплект, запасные носки. Tai yra daug įvairių skyrių. Mes čia randam viską, kur pasidėti. Įvairūs panašus dėklai. Tai yra viskas mūsų patogumui. Aišku, šilti apatiniai drabužiai ir neperlimi drabužiai vėlgi mums yra reikalingi, nes sulijus, sušalus, nebesinori nei žuvauti nieko, tik norisi namo. Taip, kad to neatsitiktų, pasiruoškim там. А сейчас покажу тайное место. Святая святых карпятника, куда заглянуть право имеет лишь сам хозяин, да особо приближенные к нему личности.
Это кладезь для хранения приманок, ароматизаторов, ингредиентов прикормки, сухих и жидких добавок. Кладезь — это, по правде говоря, лаборатория карпятника, где он, колдуя с разными ингредиентами, создает новые рецепты прикормок и уникальные сочетания приманок. Кладезь также вмещает и запасы продуктов, ведь рыболов не только бодрствует в ожидании клёва, но хоть изредка, а должен подкрепиться сам. А чтоб трапеза на свежем воздухе была полноценной, рекомендуется на стол подавать горячие блюда. Поэтому карпятнику понадобится газовая горелка, сковородка, кастрюля, чайник и даже лопаточка для переворачивания котлеток. Не думайте, что это перебор. Когда попробуете на завтрак в полевых условиях приготовленную яичницу, поймете, что ничего вкуснее до сих пор не пробовали. А приготовление пищи не меньше удовольствия, чем сама рыбалка. Išgerti arbatos irgi yra reikalingas. Šitas kampelis jums gerai pažįstamas. Взгляните на эту вешалку. На ней не шляпа и пальто, а мешок для взвешивания трофеев, мат для процедур фотосессий и отпускания рыбы, походная аптечка, весы, иногда и бинокль, чтоб все было под рукой. Отдельно хочу обратить внимание на подсачок карпятника. Дотроньтесь до его мешка. Ощущение, как будто шелка коснулся. К сожалению, мне приходилось видеть, как на карповой ловле неопытные рыболовы пользовались подсачком, мешок которого сплетен из толстой монолески. Это никуда не годится. Такие подсачки используют спиннингисты, чтобы многочисленные тройники приманок не впивались в сетку мешка, как это бывает, если мешок матерчатый. Для тяжелого карпа, помещенного в жесткий мешок из лески, ощущения такие, как будто ему отдирают чешую. Кроме того, находясь в таком мешке, карп часто рвет пленку, соединяющую лучи спинного плавника. В легком, матерчатом, мелкоячеистом мешке карп не травмируется. Подсачок карпятника от обычных моделей отличается не только мягкостью мешка, но и особой конструкцией. Его можно одним движением отстегнуть от рукояти, сложить пополам, и получится подобие сумки, в которой очень удобно карпа транспортировать на мат для дальнейшего прохождения процедур. Iš karpininko trobelės. Žiūrės kitas. Кажется, запел сигнализатор поклевки, вдобавок не один, а сразу два. Такие случаи редки, но они имеют место, ребята, имеют. И ради таких моментов стоит отправляться на ловлю карпов. Vieną tik palyk. Tokiu atveju net nežinau, kaip elgtis, nes retai būna. На первый удочек, кажется, клюнул карп. Жмет, как штамповочный пресс. Сдаваться он не собирается. Слышите, как верещит тормоз катушки? Spaudžia. Galiu patikėti tuo. Все-таки очень хочется поскорее одолеть этого силача и браться за другую удочку. Tai norėtųsi ištraukti greičiau šitą žuvį ir traukti kitą. Вот он показался, красавец. Ну-ка, иди поближе.
Теперь посмотрим, что со вторым. Удилище сгибается, значит, не освободился от крючка. Только что мне теперь с ним делать? Подсачок занят, а спинной плавник второго карпа уже агрессивно режет воду неподалеку от мостика. Graibštas užimtas. Jame guli gražuolis karpis. Tai teks improvizuoti. Pelekas pikto karpio. Jis gali būti sužeidęs, kad vis dėlto mes įtraukiam antrų numerį. Крючок сидит крепко. Давай мы тебя отпустим. Вот тебе поцелуй на прощание. Labai šauniai, labai gerai. Na ką, iš tikrųjų, atleis, kad tave gaišinom, labai malonu buvo traukti. Plaukiam atgal. Ну а как наш первый экземпляр? Посмотрите, какой он величины. Трудно поверить, что я его одолел. Ar galit patikėti, aš jį ištraukiau. Kaip grožis, kaip didumo. Negaliu patikėti. Tai va, šitame ežere tokie gyvena monstrai. Если кто-нибудь поймает этого красавца снова, также отпустите обратно. И тогда мы уже вдвоем, вы и я, будем знать, что в озере Вабали обитают крупные карпы. Давайте его на весы. Тяжел, очень тяжел. Видите, весы показывают 13 килограммов 600 граммов. Jis ne tik gražus, bet ir sunkus. И снова клев. Леска пошла в сторону. Вот оно, чудо озера Вабали. Aš tiesiog žodžiu. Ir tai yra Vabalio ežeras. Ir galiu pasakyti, vat, Вот что значит, когда у озера настоящий хозяин. Компания фанатикой. Результат налицо. Клев следует за клевом. Ko gero, už tokį puikų laiką, už tokius kibimus reikėtų dėkoti už Draktiniai bendroji fanatikai ir jų direktoriai. Nes jie yra šitų vandens plotų nuomininkai, prižiūri, puoselėja, žuvina. Prašau, rezultatas. O taip pat dirba blaubekas. Šitos žuvytės nebesversim, nebekamuosim. Kągi, geros veiklotės, ačiū už kovą. Ir namo pas saviškius. Ну вот, дорогие зрители, и пришла пора прощаться не только с этим озером, не только с прекрасными рыбами, но и с вами.
Не знаю, показали ли мы в этом фильме все, что вы надеялись увидеть и узнать о ловле диких карпов. Но мы надеемся, что все увиденное будет полезным для вас и станет частью вашего собственного опыта. Aibė valandų filmuotos medžiagos. Tikimės, kad šis filmas dar truputėlį duos jums vieną žingsnį į priekį, gaudant laukinį karpį. Kaip matote, čia žuvies yra. Ir pagavome begalę karšių, pagavome didelių karpių, amūrų. Iš tikrųjų nesitikėjome, kad galima pagauti tiek. Не думайте, что карпов очень легко соблазнить хорошей приманкой. Ее еще надо подать карпам надлежащим образом. Одним словом, каждый карпятник должен пройти свой путь, в конце которого количество опытов превращается в качество ловли. Ну а главное, мы думаем, что рыбачить надо так, чтобы было для чего вернуться еще раз, и особенно вернуться к озеру Вабали, сегодня ставшим одним из лучших водоемов, где обитает дикий карп. Пока.